У меня часы первого МЧЗ, победа. Эту модель утверждал лично Сталин. С кем ты приехал сегодня? С мамой, папой и преподавателем. Представь, пожалуйста, Усыбрю баладан, усыбрю данадан. Я. Да. Альбина, что вам ремонтирует ваш сын? Я так понимаю, часов у вас я не вижу на руке. Я их забыла, торопилась. А вообще у меня очень много часов. Я должна быть индийской богиней, чтобы одеть все часы, которые мне подарила Алан. А где он покупает эти часы? Ну, бывает, что в магазинах они ездят еще на блошиной рынке. Сегодня мы там были, уже приобрели. Да ладно, Да, правда? у часовщиков. И не сказали привет вам передать. Спасибо. А кто-то? Тофику тоже привет, 100 лет не виделись. Покупки это самое, так скажем, редкое. В основном, после того, как с ним начинают общаться, многие очень дарят ему часы. Хорошо, я сегодня не взял. Он, кстати, очень интересовался, да, почему-то нету, говорит. А круг общения Алана в среднем возраст его друзей, наверное, от 60 и выше. Это еще в школу не ходил уже. Нам звонили, приглашали его на всякие выставки. Так это не круг общения, это круг сбыта. Да нет, наверное, нет, все-таки по интересам. Если заходим в антикварный магазин, можно его целый час там уже оставить и не ждать. Он начинает общаться. Это Как интересно. А, Зифа, вы-то как попали со своим ИЗО в замес? Ну, вообще, Алан, конечно, очень талантливый человек, не только в часах. Он еще от природы одарен очень дизайна и рисования. Он делает вот такие вот маленькие миниатюрные часики. Это просто потрясающие вещи, поэтому у нас дома тоже большая коллекция благодаря Алану. Спасибо тебе, Алан, большое. Как только в Останкино узнали, что приезжает такой знаменитый часовой мастер, сразу же стали названивать мне с просьбами, чтобы я у тебя попросил починить часы. Я отказал всем, но не смог отказать одному парню, который просто физически меня сильнее. И я тебе предлагаю сейчас пойти на сцену и с ним познакомиться. Пойдем? Ну тут, я так понимаю, какие-то вот нужные принадлежности для ремонта, а также твоя коллекция, да? Да. Вот, и я хочу сейчас пригласить сюда звездного посетителя в твой музей часов, который настолько силен, что не мог не сломать часы. В нашей студии мировая звезда боев без правил Джефф Монсон!
бабушкины часы. Да, я понял. Something wrong with them, yes? It doesn't work. Алан, на самом деле это наручные часы Джеффа Монсона, просто ремешок потерялся. Я смотрю на Алана в пиджаке и на Джеффа в футболке. Такое ощущение, что мы в 90-х, и Джефф пришел отжимать бизнес Алана. Now, Jeff, it's a collection of watches of Alan. Yes, Alan's watches, maybe some rare watches. So he will show us, okay? Okay. Alan, let's go, как говорят у нас. Вот. Ого, Wow. что тут интересного? К примеру, вот это каретные часы. Что значит каретные часы, расскажи. Они вставляются в кожаные футляры, а эти футляры вешаются в каретах. И они вот так вот там висят. What's your favorite watch? Give me my watch. My favorite watch is... О, It's a Joker. прямо из фильма? Ну, М. нет. А, Делали намного раньше. Но это все равно копия часов. Это не оригинал. Мгм. Where is this watch from? This clock? This? Yeah. This clock from Germany. Yes, because I lived in Germany 3 years and I А, recognize clocks like this. да, из Германии часы, прекрасно. Это обычные ходики. Чем они ценятся? Своей компактностью. А какие здесь вот среди этих часов самые редкие? What is the most rare, maybe precious? We want to steal it. Это часы с портретами царя. Wow, how old is this watch? Эти часы делались в 19 веке, но 19th century. Wow. у них такая предыстория есть интересная. Мы их брали в деревне, там продавали. Мгм. Вся середина была замазана бронзовой краской, и они долго у меня так были. Позже я снял стрелки и почистил циферблат. Это в районе одного места еще чистил и обнаружил портреты царей. Это да. Это вот часы Павел Буре. Знаменитой нашей русской фирмы, да? Да, это наша русская фирма, но Павел Буре занимался скупкой механизмов, именно швейцарских, и вставлял в наши корпуса. А вот это что за часы такие интересные? Это часы крестик. В виде креста. Они были у священников, но это опять же копия часов. А оригинальные есть? Да. Ну вот есть, к примеру, златоустовский секундомер. Ладно, пойдем к другому стенду. И это будильники. Это будильник янтарь. Такие делались и в 2000-х, и в 70-х, и в 80-х в Орле. Анимационные они называются. Тут Леопольд и Миша. Вот это мышь тут двигается, можно заметить. I remember when I was a child, I had a like this, except Mickey Mouse. А, я знаю такие. Вот такие только с Микки Маусом. Такой старый, Ну редко искали сон, это вот Это будильник немецкой фирмы Юнген. Я До сих пор работает. О, Тут колокольчик. Сейчас могу включить будильник. какого года, как ты думаешь? 1904 вот надо его даже найти. Потому что вот можно заметить, можно заметить, написано русской лейбл, по-английски много. Подделки монеты того же времени, потому что она старая. То есть это старая Джип подделка, автоматтан была указывай алгоритм осма Давай лучше перейдем к ремонту. чирип Итак, алып Джефф, we will repair your clock. Так. Что с ними? А часы янтарь делались тоже в Орле. Это часы 70-х годов. Рассказывай, что ты сейчас делаешь? Ты вынул внутренности часов Монсона. Струны, это